Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Ваше место в этом мире. Ваша миссия. Ваша цель, ваше предназначение. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте посмотрим на вас, на ваше место в этом мире, на вашу миссию, на ваше предназначение. Ну, просто замечательно. Слушайте, кто вы? Напишите мне в комментариях. Мне так интересно. Вселенная, понимаете? Вот это не мир, это целая вселенная. Посмотрите, вот самый главный человек. Самый главный человек. Вы человек, который может поменять все, и форму, и структуру, и энергию, и себя, и других. Вы все можете. Вот вы у меня в центре. Смотрите, когда вы у меня в центре, такая огромная у вас голова, большой ум, способности, возможности. И смотрите, как ручками вы все можете охватить, да? Все вы можете охватить. Так. Что мне не нравится? Сразу говорю, что мне не нравится. Это то, что вы себя почему-то не считаете человеком способным, либо здесь какая-то природная скромность уж слишком завышена, либо так вас воспитывали, да, то есть какое-то влияние, внушение идет, да. Вы скажете, да ну что вы, я обычный человек, там всю жизнь прожил, да, там никто и знать меня не знает. А кто-то скажет, да ну что вы, что это, как это, все какие-то особенные. Знаете, вот не зря вы здесь, не зря вы на этой отсыпке. И я отвечу так, да, все особенные. Особенных людей очень много. И если бы не эти особенные люди, ну, мир наш бы уже давно закончился, если честно. Люди живут, не зная о том, кто они есть, но мысленно и энергетически очень сильно влияют и держат этот мир на плаву. Вот так-то, мои дорогие. Вам бы, я не знаю, народ вести за собой, армией командовать, быть каким-нибудь политическим лидером, да? Вы бы очень много сделали для людей, для страны, в которой живете. А у вас как будто бы совсем нет какой-то корысти, какой-то злонамеренности, либо вы не тот, кто ищет выгоду. Вот такой вы человек. Чистый, прямой и открытый. Жизнь била, это я вижу. Била кого-то очень жестко. А кого-то еще до сих пор бьет. Но вы-то страдаете за других, понимаете? За других вы страдаете. Либо из-за других вы страдаете. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я это скажу. Очень философский песок на самом деле вышел. Я вот думаю, вот эти знаки, они настолько редко мне попадаются. Вот я делаю отсыпки каждый день для вас. Плюс у меня клиенты были. Сейчас я личные гадания не делаю, но были. И я таких знаков, ну, давно уже не видела, вот честно вам говорю. А еще и когда их много вместе, поэтому говорю, очень интересно, кто вы, кто вы, люди. Здесь у вас особый дар, особая сила. Вот по вот этому знаку, видите, вверху человек руки тянет к небу, и небо ему отвечает. Ваши молитвы, ваши мысли, ваши просьбы небеса слышат. Особенно, если вы просите за кого-то, не за себя. Ну, даже за себя просите, вас тоже слышат.
Здесь однозначно какая-то очень мощная связь с космосом идет, с Создателем, со Вселенной. Вы понимаете, вы энергетически связаны вот этой пуповиной. Вы мне идете как творец, понимаете? Вот не больше, не меньше, творец. Но творец, который почему-то по левую сторону. То есть для себя вы не творите. Вы творите мир и счастье для других. Вот что идет. Для себя вы как будто бы довольствуетесь малым. Либо вам мало достается. Все как куда-то, кому-то уходит. У вас в вашем окружении очень много просителей. Но они на самом деле не просители, а нахалы, которые пользуются вашей силой, вашей энергетикой. То есть здесь явно люди подпитываются вами, либо вашими ресурсами. Подпитываются, причем очень нагло, без всякого там стеснения, без всякого зазрения совести. Очень интересно, кто вы, чем вы занимаетесь. Знаете, такое впечатление, что вы не на своем месте и заняты не своим делом. Но вот прямо у половины точно отыграется так. Здесь как-то на вас социум повлиял, извне на вас повлияли. Кто-то отказался от мечты, кто-то отказался от желания, кто-то побоялся, может быть, либо от кого-то отговорили. Кому-то там с детства внушили, что это там неправильно, не денежно, не профессия, не работа, не дело, не уезжать страшно. Какой-то момент был переломный, что вы отказались от себя, от своего внутреннего наполнения, от своей внутренней сути. Понимаете? То есть у вас есть миссия. Миссия ваша, она от вас никуда не уходит. Ваша миссия заключается в том, чтобы общаться с небом и благодаря этому общению помогать тем, кто нуждается. Вот это ваша миссия. Здесь не только про людей, здесь может быть и про животных, и про природу. Понимаете, про все живое. Это миссия. Ваше предназначение быть человеком на виду, публичным человеком, гуру, наставник, целитель, проповедник, понимаете, учитель, мастер. То есть тот, кто направляет, тот, кто подсказывает, тот, кто задает тон и ритм, понимаете? То есть человек, который растит, например, новое поколение, новых каких-то гениальных там специалистов. Понимаете, вот это ваше предназначение. Но вы почему-то от него далеки. Вот вы слева стоите у меня. Слева. Находитесь сейчас в данный период в каких-то заблуждениях. Заблуждения какие-то, может быть, действительно попали вы в чьи-то сети, и вас не пускают в ваше развитие. Вот все вы, кто зашел на отсыпку, чувствуете, что как будто вы живете не своей жизнью и не на своем месте. И эта ваша интуиция уже просто там бунтует, рвется. Но понимаете, когда все-таки привычки, все-таки какие-то настройки, которые мы получаем с детства, но от них очень сложно. Это те же зависимости получаются. Да, вот этот момент я у вас вижу. Ваше место в мире быть звездой, самой яркой, самой прекрасной, самой доброй, самой ласковой. Светить, давать энергию, давать помощь, давать продвижение, давать надежду. Понимаете, вот это вы, это ваше место в мире. Вы должны его занять, и вы его займете. У кого-то получится раньше, у кого-то получится позже, но то, что вы исполните свою миссию и свое предназначение, я это вижу. Потому что вот вы у меня сейчас здесь слева, потом вы перейдете вправо. Вы перейдете. Момент будет, вы перейдете. Еще ваше место в мире. Любите быть любимым человеком, быть семьей, быть, скажем так, со своей второй половинкой. И с этой второй половинкой как-то повлиять на этот мир. Я не знаю как, здесь песок не показал, но то, что влияние будет оказано вами на мир, на людей, на окружение, я это вижу. Я это вижу. У вас много чаек.
Чайки — это вестники каких-то резких перемен, неизбежных перемен. То ли вы будете инициатором этих перемен, то ли эти перемены ворвутся в вашу жизнь. В любом случае, жизнь интересная, насыщенная. Особенно вот в момент вашей реализации, когда вы войдете в эту стадию, в эту фазу. А вы в нее обязательно войдете. Тут уже, знаете, никто не сможет вас как-то вот удержать, уберечь, да, там, запретить вам. Нет, никто не может. Здесь вырванные корни, понимаете? Корни — это вот эти привычки, устои, навязанные какие-то мысли, идеи. Они вырваны. Поэтому я вижу, что вы в определенный момент обретете свою свободу. Вы знаете, конечно, вы можете по-разному относиться к моим предсказаниям, к моим словам, но я хочу, чтобы каждый из вас, кто зашел на этот песочек, кто дослушал до конца, для себя вот четко осознал, что вы человек уникальный, вы человек со способностью и с даром, вы человек, который каждый день очень много какой-то необычной энергии отдает миру. Вселенной отдают, да, поддерживают эту Вселенную, вообще нашу там, галактику, да, допустим. Благодаря вот таким людям, как вы, мир живет, держится, и какой-то более-менее порядок в этом мире существует. Вот чтобы вы знали. Вы можете мне верить, вы можете мне не верить, но я хочу, чтобы вы это знали. Вы в себе это ощущаете. И если вы себя честно спросите, ваша интуиция вам честно ответит: да, это я. Поэтому вы не последний человек. Вы человек, который идет в начале, в самом первом, скажем так, в самом первом ряду. Вы еще себя миру явите. Я не могу понять, что за причины. Тут много причин, может, разные причины у людей могут быть, почему сейчас вот у вас такая атмосфера, да, в жизни, в принципе, происходит. Да. Мы не будем это трогать. Но я хочу, чтобы вы знали, что ваше время еще настанет. Какое-то прям звездное время. Ваш звездный час. Готовиться к этому времени не нужно, потому что все, что вам нужно для того, чтобы себя удачно реализовать, у вас уже все есть. Вы с этим знанием пришли в этот мир. Вы и живете, помогая миру. Только вы, скажем так, не ощущаете. Да, эти процессы, они в тонком мире видны. А в нашем мире они как бы и не видны. Да? А то, что мы не видим, в то мы и не верим. Вот как-то так идет. Девочки, мальчики, кто зашел, знайте, что вы особенный человек. Знайте, что вы еще себя проявите. Знайте, что здесь, хочется сказать, прям посланник, и вы звезда. Вот помните и знайте, ваша жизнь, она особенная. И она всегда будет идти не под солнцем и луной, а отдельной звездой на небе. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.